Человек, понимающий внутренний мир каждого представителя своего народа. Человек, знающий и чувствующий боль и переживания Родины. В этом году исполняется 160 лет со дня рождения Коста Хетагурова. Нужно отметить, что поэт ошибался, написав следующие строки о своей смерти. Каждый, наверное, скажет то, что обычай велит. После ж не вспомните даже, где я в могиле зарыт. Благодарные потомки любят и чтут имя и труды великого Коста Хетагурова. Министерство культуры Республики Южная Осетия и Министерство культуры Республики Северная Осетия Алания провели выездную международную научно-практическую конференцию «Люблю я целый мир». Организаторами выступили Национальная библиотека имени Анахарсиса совместно с северостинскими коллегами. В работе конференции приняла участие делегация из Северной Осетии во главе с заместителем министра культуры, молодым и талантливым поэтом Черменом Дудаевым. Заместитель директора Национальной библиотеки Республики Северная Осетия Алания Ирина Хайманова рассказала о том, что стихи нашего великого земляка зазвучали на 108 языках мира, в том числе на 2 африканских. Министр культуры Жанна Засеева выступила с предложением собрать представителей этих народов, чтобы на осетинской земле прозвучала поэзия Коста из уст людей самых разных национальностей. Для осетинского народа двигающей силой должны стать принципы жизни Коста, то, как он стремился к свободе, его человеколюбие и ненависть к несправедливости, заключила Жанна Засеева. Ну и перевели на многие языки. А что, нам трудно их собрать в Осетии, чтобы они заговорили на всех языках планеты? Эрис Георгиевич уже дал добро, Алан Сергеевич дал добро. Я думаю, что Чермен и я тоже не останемся. Значит, давайте в будущем году, когда уже летом в Наре, и пусть Нар, и пусть эта земля заговорит на 108 языках. К тому времени, может быть, добавятся еще и другие языки. Глава правительства Эрик Пухаев поддержал идею о приглашении представителей разных народов, которые продекламируют стихи Коста. Для осуществления этого необходимо приложить много сил. Стихи Коста и посвященные ему строки прочитал практически каждый из присутствующих. Герсан Кодалаев отметил, что недостаточно просто любить творчество Коста. Мы прежде всего должны следовать его призывам. Знать свой родной язык, язык Коста – это своего рода дань памяти великому предку, сказал Тарзан Кокойте. Историческая судьба нашего народа сложилась так, что у нас 2 родных языка – осетинский и русский. Но мы должны понимать, если бы Коста писал только на русском, он не был бы тем великим писателем для каждого осетина. Но если брать его произведения на осетинском, то именно в этих работах его величие как национального поэта. Другими словами, мы, конечно, должны знать русский язык, но в первую очередь изучать родной осетинский. Чермен Дудаев поблагодарил за приглашение и теплый прием. Совместная работа Севера и Юга Осетии не должна ограничиваться конференциями. Необходимо искать и открывать новые таланты. Тем более наша земля богата одаренной молодежью. Главная наша задача общая – это найти новых Коста, выйти за рамки, найти, нащупать, может быть, в районах, где-то, в селах, нащупать новых драматургов, новых поэтов, новых прозаиков и так далее. Это главная задача. Он указание к действию, он должен быть главной мотивацией для нас. Программа мероприятий в честь 160-летия со дня рождения Коста Хетагурова насыщенная. Важно отметить, что в этом году запланировано множество совместных с Северной Осетией мероприятий. Оксана Джиоева, Арсен Гасиев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня.